Коллекция Госмузея пополнилась предметами хозяйственной утвари, относящейся к XIX веку. Среди них специальный собачий ошейник, который одевали на животное во время охоты на волков. На ошейнике есть железные заостренные иглы, чтобы волк не смог ухватить охотничью собаку за шею. Кроме того, в музей переданы старинные ножницы для стрижки овец, колуны и другие интересные предметы. Если посмотреть, значит, это 19 век, фактически вот сделано на кузне. Здесь мы видим интересные хозяйственные, посмотрите, вот один из таких шипообразный нашейник для собаки, так можно сказать. Тоже очень интересная, один из таких видов. Ну, конечно, подкова разные. Самое интересное, вот один из таких материалов, вот, то, что я хотела показать, но название на абхазском как-то вот, и пока еще мы с этнографами будем разговаривать и будем изучать один из таких редких видов, который у нас в музее, в фондах она у нас не находится, то есть у нас его нет. А сегодня это один из таких первых экземпляров, который у нас можно увидеть. Находки, относящиеся к XIX-XX векам, уже являются историческими, и поэтому любой найденный предмет имеет ценность. Поступок Хиба – большой пример для всех, у кого, возможно, хранятся старинные вещи, и которым они не нужны. К населению мы обращаемся всегда, и сегодня обращаемся. Очень важно, если что-то нашли, вам кажется, что это никуда не годится, для хозяйства у вас, может быть, не годится, но для истории это, может быть, неоценимое значение, может быть, имеет. Поэтому, если не очень трудно, принесите сюда к нам. Если трудно, сообщите нам, мы приедем. Вот то, что он принес, конечно, имеет значение, очень интересные есть предметы. В фондах Государственного музея свыше 100 тысяч редких старинных предметов из металла, глины, многочисленные письменные памятники. Ряд экспонатов имеют не только государственное, но и общемировое значение. К примеру, артефакты, найденные на одной из древнейших в мире Яштухской стоянки, гарпуны времен мезолита из холодного грота, жезл из лучевой кости пещерного медведя. Также здесь представлен реконструированный комплекс жилищ традиционной кавказской семьи, а в отделе природы собраны палеонтологические артефакты и образцы распространенных в Абхазии полезных ископаемых. Наала Кови, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.